Все напряженнее становится эпидемиологическая ситуация в стране. Официальные сводки тому подтверждение. Если накануне сообщалось о 4 умерших, то за минувшие сутки зарегистрировано 5 летальных исходов. По одному летальному исходу зарегистрировано в Бишкеке, Таласской, Чуйской, Джалабадской и Ошской областях. С начала вспышки вируса всего умерло 1207 человек. За минувшие сутки зарегистрировано в Бишкеке 110 случаев заражения коронавирусом. Внебольничной пневмонии, Оше 13, Чуйской области 117, Ошской 50, в Таласской и Нарынской областях по 8, Сыкульской 55, Джалабадской 35 и Баткенской области 29. Общее число выявленных случаев заражения COVID-19 составила 67 894. Всего за период пандемии выздоровело 58 846 пациентов. Тем временем, по заявлению представителя Всемирной организации здравоохранения в Кыргызстане Назиры Ардыковой, бесконтрольный прием антибиотиков во время пандемии влечет опасные последствия. В любом случае, если врач назначил антибиотики, то лечение нельзя прерывать. Тем более нельзя заниматься самолечением и назначать себе антибиотики самому или раздавать оставшиеся антибиотики своим родственникам или знакомым. Надо помнить, что пить антибиотики следует только по назначению врача и в правильных дозах. И, конечно, лишний раз врачи напоминают, что необходимо соблюдать личную гигиену, социальную дистанцию и носить медицинские маски. Мнение наших граждан, что в любом случае, какой бы тяжести заболевания ковидом не было, применение в первых же случаях признаков, когда возникают признаки заболевания COVID-19, применение антибиотиков – это ошибочно. Поэтому наши клинические протоколы на сегодняшний день прописаны так, чтобы применение антибиотиков – это только вот в том случае, когда с учетом тяжести состояния больного и по прописанию врача. Самолечение никогда не приносило пользу. По этой причине необходимо строго придерживаться рекомендаций врачей. Все антибактериальные препараты и антибиотики являются препаратами рецептурного отпуска, и поэтому все они должны быть прописаны врачом. Они должны свободно, идет у нас пациент, берет этот препарат и лечится как хочет. Такого не должно быть. У населения должно быть очень ответственное отношение к приему антибиотиков и антибактериальных препаратов. Ежегодно с 18 по 24 ноября во всем мире проводится неделя против использования антибиотиков с целью повышения информированности населения. Усен Кульбаев, Нуркамиль Асанов, Алату, 24.